Хурие – студентка одного из тбилисских вузов. В столицу она приехала из Батуми, административного центра региона Аджария, где традиционно проживают грузины-мусульмане. Хурие соблюдает предписания своей религии, не выходит из дома с непокрытой головой, а потому в столице ее зачастую принимают за иностранку. Спрашивают, грузинка ли я. И когда узнают, что грузинка, то никакого удивления у собеседников не возникает. Проблем в отношениях с лекторами или однокурсниками у меня никогда не было. В Грузии редко встретишь местную женщину-мусульманку в никабе или парандже. Хурия говорит, что одеяния, скрывающие лица, здесь можно увидеть нечасто. Но даже если кто-то и пожелает выйти на улицу в таком виде, то это никак не противоречит закону или общественным нормам. А потому, по словам Хурии, ей непонятна инициатива о запрете отдельных элементов мусульманской одежды. В основном так ходят туристы. И что получается? Это шаг против них? Но туристы из мусульманских стран активно посещают Грузию уже много лет, и ни разу никаких проблем с ними не было. И для меня, как для мусульманки, подобная инициатива – своего рода оскорбление. Получается, некие люди говорят тебе: ты будешь делать так, как хотим мы, либо снимай накидку, либо уезжай из страны. И это неправильно. Автор законодательной инициативы – депутат от партии «Альянс патриотов» Эмзар Кутиани. Народный избранник предлагает запретить ношение в публичных местах элементов женской мусульманской одежды, которые полностью скрывают лицо. Партии считают, что подобное облачение, которое не позволяет разглядеть и идентифицировать человека, может быть использовано в преступных целях. Представители мусульманского духовенства с таким утверждением не согласны. Когда речь идет о запрете бурки и никаба в контексте вопроса безопасности, то это, разумеется, вызывает негативные ассоциации с исламом. Поэтому мы выступили с ответным предложением. Если уж сокрытие лица действительно может угрожать безопасности, то тогда надо запретить не только бурки и никабы, но и любые вещи и маски, мешающие идентификации человека, даже если это маска Деда Мороза. И тогда этот запрет будет действовать не только в отношении мусульман, а сам законопроект не будет вызывать исламофобию. Призываем всех с осторожностью относиться к подобным вопросам. Грузинские правозащитники, ознакомившиеся с текстом проекта, говорят, что в нем содержатся явные признаки дискриминации по религиозному признаку. Более того, в случае, если подобная инициатива когда-нибудь и примет силу закона, то это в первую очередь ударит по сфере туризма. Ежегодно Грузию посещают сотни тысяч туристов из ближневосточных стран, в ряде которых подобное облачение на женщинах не только традиция, но и обязанность. Для таких туристов Грузия как раз остается одной из стран, где они могут чувствовать себя свободно и защищенно. Но я бы обратила внимание еще и на то, что в Грузии проживает значительное число мусульман. Это этнические грузины, азербайджанцы и другие. В любое время у кого-нибудь из них может появиться вполне справедливое желание носить ту или иную вещь, которая соответствует их религиозным взглядам, тогда как подобный запрет однозначно бы ограничил их свободу и нарушил права. Впрочем, в ближайшем будущем подобный запрет в Грузии вряд ли вступит в силу. Как выясняется, у законодательной инициативы нет сторонников и в самом парламенте. Оппозиционная партия «Альянс патриотов», у нее в парламенте 5 депутатов, дважды выносила законопроект на обсуждение, но оба раза он провалился. Тем не менее, авторы обещают представить его вновь, правда, уже с некоторыми изменениями и доработками. Звиат Мчедлишвили, Георгий Чумбуридзе, специально для настоящего времени, Грузия, Тбилиси.